Госвизит эмира Катара, шейха Тамим бин Хамад Аль-Тани в нашу страну, безусловно, станет событием историческим. И это отнюдь не громкие слова. Дипломатические отношения Кыргызстана с этой очень богатой страной были установлены лишь в 1998 году. Ну а посольство в Бишкеке начало функционировать с 2012 года. Взаимоотношения Кыргызстана в целом с арабским миром активизировались последние 2 года. Да и в Центральную Азию государства Персидского залива стали активно инвестировать относительно недавно. В прошлом году Садыр Джапаров принял генсека Совета сотрудничества арабских стран залива Фалах Мубарак Аль-Хаджрафа. И благодаря тому, что Садыр Джапаров уделяет особое внимание вопросу трудовой миграции, были подписаны соглашения с 7 странами Персидского залива, которые сообщили, что готовы принимать на работу граждан нашей страны. Ну а что же из себя представляет государство Катар? Это ведущая страна Персидского залива, которая отличается от других в первую очередь самым высоким уровнем жизни населения. Другими словами, это невероятно богатая страна, граждане которой обеспечены полностью финансово и независимо от того, работают они или нет. Я смею предположить, что это будет визит, который будет наполнен, конечно же, предложениями по совместной работе в различных инфраструктурных проектах. На примере Узбекистана я напомню, что у Катара есть проекты в сфере строительства тепловых электростанций в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях. Катарская компания Небрас Power занимается этими проектами. Всего у Узбекистана 12 соглашений в различных сферах. И Кыргызстан тоже, скорее всего, не станет исключением в этой связи. И у Катара с Кыргызстаном могут быть абсолютно широчайшее поле для сотрудничества в инфраструктурных проектах. Средства у Катара для этого есть. При этом, при всем, Катар, в отличие, скажем, от других инвесторов, может быть сторонником небыстрой прибыли. То есть он может в долгосрочные проекты вкладываться, где не будет требовать возврата денег в кратчайшие какие-то сроки. Поэтому первый госвизит эмира Катара в Кыргызстан очень важен, поскольку будет иметь ключевое значение для выстраивания дальнейшего политического и экономического взаимодействия. Все эти наши заделы об активизации зеленой экономики, они таким же образом активно поддерживаются и продвигаются и в Катаре. Другое дело, насколько это соответствует реалиям сегодняшним, это тоже большой вопрос. Тем не менее, финансы для продвижения этих вещей у них есть, желание тоже есть. И основная задача для нас, для Кыргызстана, заключается в том, чтобы четко иметь представление о том, что конкретно нам нужно, а что не нужно категорически делать в отношениях с внешним миром, в том числе и с инвесторами. Отметим, шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани днем ранее посетил Узбекистан. Это говорит о том, что центральноазиатский регион становится все более привлекательным для арабского мира. И это перспектива совместной реализации глобальных проектов в международном масштабе. Ну а средств для реализации этих потенциальных проектов у Катара достаточно.